На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Требование отозвать из парламента ратификацию межправительственного соглашения по госдаче Пицунда и другие общественно значимые вопросы выдвинули в ходе встречи общественно-политических сил представителей интеллигенции и абхазской диаспоры. Суд перешел к прениям сторон. Участники процесса по делу о тройном убийстве на набережной снова встретились в зале заседаний. Отстаивание прав несовершеннолетних – приоритетное направление работы. Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия презентовала доклад о проделанной за 2021-2022 годы работе. Абхазская и грузинская стороны при посредничестве Международного комитета Красного Креста договорились активизировать сборы и обмен информацией по поиску лиц, пропавших без вести в Абхазии в 1992-1993 годах. В Стамбуле 20 декабря состоялось 15-е заседание координационного механизма по поиску лиц, пропавших без вести, который был создан в 2010 году. За 2023 год найдены и идентифицированы останки двоих участников Отечественной войны народа Абхазии. За все время работы механизма с абхазской стороны были опознаны и переданы родственникам останки 46 человек. Парламентский комитет рекомендовал депутатам ратифицировать Российско-Абхазское соглашение о взаимном признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Парламентский комитет по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками 21 декабря, возглавляемый Алхасом Барцыц, рассмотрел Российско-Абхазское соглашение о взаимном признании решений по экономическим делам и рекомендовал его к ратификации на сессии парламента. Напомним, что соглашение о взаимном признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам было подписано министрами юстиции Абхазии Андрей Барцыц и России Константином Чуйченко 29 июня в Петербурге. Согласно документу, стороны взаимно признают и исполняют вступившие в силу решения судов и международных арбитражей по спорам, которые возникают у граждан при ведении предпринимательской или любой другой экономической деятельности. Данное соглашение должно пройти ратификацию в парламенте Абхазии. Требование отозвать из парламента ратификацию межправительственного соглашения по госдаче Пицунда и другие общественно значимые вопросы. Такое решение вынесли 21 декабря в ходе встречи общественно-политических сил представителей интеллигенции и абхазской диаспоры, которая прошла в конференц-зале делового центра «Эверест» в столице. Пункты принятого заявления предусматривают следующее. Направить делегацию к спикеру Народного собрания Лаши Ашуба с требованием снять вопрос ратификации межправительственного соглашения о безвозмездной передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи Пицунда. Собрать депутатов всех созывов. Проведение масштабной акции в день проведения сессии. Озвучить на акции инициативы президента Аслана Бжания, несущие угрозу безопасности. Если не будут услышаны требования, ставить вопрос об отставке президента Абхазии. Я говорю то, о чем будем говорить на акции, если она состоится. Соглашение по Пицунде, предоставить это в письменном виде, собрать внушительную, соответственно, делегацию для передачи этого письма и еще от себя добавлю, конечно же, потребовать открытый режим работы парламента по всем этим острым вопросам. Второй пункт. Требования предоставить зал в кабинете министров, там большой зал, кто не знает, для собрания общественных политических сил с присутствием их депутатов, с освещением, с широким освещением в СМИ. Кстати, хорошая идея. Тема та же, как вы понимаете, все эти острые проблемы. Третий пункт. Провести масштабную акцию в день проведения сессии для недопущения ратификации соглашения. Здесь потребуется помощь всех присутствующих, не присутствующих. Это призыв уже не к политическим силам, это выходит за рамки политической борьбы. Это призыв к народу Абхазии фактически. На акции озвучить требования об отзыве всех инициатив, несущих угрозу национальной безопасности, озвучить в адрес президента. Напомню, эти пункты, видимо, нам надо это постоянно проговаривать. Это и Пицунда, это апартаменты, это потеря контроля над энергетикой, это судебные решения. И как резюме, пятый пункт, если это все будет не услышано,
Никакой реакции не будет. Пятый пункт. В случае отказа требовать отставки президента. Большего мы с вами сделать не можем для защиты нашей Родины. Видеоотчет со встречи общественно-политических сил, представителей интеллигенции и абхазской диаспоры смотрите в нашем вечернем эфире. Валентина Матвиенко поздравила Лашу Ашуба с днем рождения. Председатель Совета Федерации России пожелала спикеру Народного собрания парламента Республики Абхазия крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в ответственной деятельности. Рассчитываем на дальнейшую совместную работу по укреплению двусторонних связей, совершенствованию законодательства в целях содействия интеграционным процессам в рамках стратегического партнерства и союзничества, говорится в поздравлении. Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин также поздравил Лашу Ашуба с днем рождения. Суд перешел к прениям сторон. После трехнедельного перерыва участники судебного процесса по делу о тройном убийстве на набережной снова встретились в зале суда. Первыми в прения вступили представители государственного обвинения. Слово Надежде Боровиковой. Прения сторон – это обязательный самостоятельный этап судебного разбирательства, где обвинители и защитники оценивают обстоятельства дела, исходя из представленных ранее и исследованных судом доказательств. Первыми свою позицию представляют гособвинители. Выступления прокуроры начали с напоминания обстоятельств дела. В начале сентября 2019 года Чкаду Эриком Юрьевичем и Ганба Бесланом Тотовичем была создана устойчиво организованная вооруженная группа с целью совершения нападения и умышленного убийства. Организаторы банды Чкаду и Ганба, действуя вместе в связи с избиением в мае 2019 года в СИЗО МВД Республики неустановленными заключенными по согласованию с Шамба Астамуром Ливарсовичем и Авиц Балхасом Химцевичем разработали план нападения и умышленного убийства последних. Так, организаторы и руководители банды Чкаду и Ганба разработали структуру банды, порядок вовлечения участников в систему снабжения их оружием, боеприпасами, транспортным средством и иными средствами совершения преступления. В указанный период в сентябре 2019 года Чкаду и Ганба, реализуя преступные намерения, вовлекли в банду Блабба Аслана Дауровича, близкого друга Ахалая Дато Ривазовича и его брата Ахалая Демура Ривазовича. Я должен слушать вот эту ложь. Вы обязаны... Пожалуйста, не нарушаем порядок в зале суда. Подсудимый Аслан Блабба выразил недовольство выступлением прокуроров и спросил, имеет ли он право возражать. Председательствующая судья Майя Квициния сделала ему замечание за нарушение регламента и пояснила, что у подсудимых и их адвокатов будет возможность выразить свою позицию в рамках прений сторон. Прокурор Руслан Тыркба продолжил, в том числе рассказал, как, по мнению обвинения, распределялись роли в данной преступной группировке. При формировании структуры банды полномочия между участниками были распределены следующим образом. Чкаду Эрик Юрьевич и Ганба Беслан Тотович, общее руководство созданной банды, организация и планирование нападения с целью умышленного убийства, финансирование, вовлечение соучастников, обеспечение средствами и орудиями совершения нападения, подыскание места его совершения и непосредственно участие в запланированном преступлении. Ахалая Дато Ривазович, обеспечение оружием, боеприпасами, приобретение транспортного средства, участие в ее тонировке и непосредственно участие в запланированном преступлении. На Ахалая Демура Ривазовича возлагалось приобретение транспортного средства, на Блабба Аслана Дауровича участие в ее тонировке и на иных неустановленных следствием участников банды подыскание места совершения нападения и непосредственно участие в совершении преступления. По версии гособвинения, преступники тщательно готовились, изучали места возможного совершения преступления и пути отхода. Заранее приобрели автомобиль Toyota Mark II и номера для него затонировали стекла. 22 ноября 2019 года, получив информацию о предстоящей встрече Шамба и Авицба в городе Сухум на набережной Махаджира в период с 12 до 13:30 часов, более точное время следствием не установлено, собравшись вместе сбора банды во внутреннем дворе дома 17, расположенном в городе Сухум, улица Киарас, по месту проживания Бганба, организаторы и руководители банды Чкаду Эрик Юрьевич и Бганба Беслан Тотович, а также члены банды Ахалая Дато Ривазович и неустановленное следствием лицо, вооруженные 4 автоматами АКМ Калашникова калибра 7,62 мм, в камуфлированной форме, в масках, на автомашине марки Hyundai Solaris красного цвета, принадлежащей Джону Алхасу
Астамуровичу с установленными на ней номерными знаками О-700СВ, зарегистрирован на супругу Ахалай Дату Ривазовича Ашхару Акаму Владимировну, под управлением неустановленного следствия члена банды направились в неустановленное следствие место в районе села Гумиста Сухумского района, где была припаркована затонированная автомашина марки Toyota Mark II белого цвета, приобретенная ранее Ахалай Демуром Ривазовичем, с установленными государственными номерными знаками А-122РН, ранее добытыми Чкадуа Эриком Юрьевичем, откуда на указанной автомашине выдвинулись через село Чадара Сухумского района в центр города Сухум для совершения умышленного убийства Шамба и Авицба. По версии следствия, в самом нападении участвовали 4. Один из них не установлен, 3 на скамье подсудимых. В тот же день в 14:40 часов на вышеуказанной автомашине марки Toyota Mark II подъехали к ресторану Сан-Ремо на пересечении улиц Леона и набережной Махаджиров к сидящим за столиком на тротуарной части Шамба и Авицба в компании с Шамба Рустамом Рауфовичем и Авицба Шамилем Ривазовичем. После чего, пренебрегая многолюдностью указанного места, Чкаду, Абганба и Ахалай Дату Ривазович, действуя согласованно, покинули салон автомашины. Далее Ахалай Дату Ривазович с целью осуществления контроля за окружающей обстановкой, вооруженный автоматом системы Калашникова 65-78 калибра 7,62 мм, занял позицию на тротуарной части проспекта Леона в непосредственной близости от соседнего кафе «Медовик». Тем временем Абганба и Чкаду, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая этого, подойдя на расстояние не более 2 метров к столику, за которым сидели Шамба, Авицба, которых в указанный момент обслуживала официантка Акертава Доминика Юрьевна, умышленно из имевшегося у них оружия 2 автоматов системы Калашникова калибра 7,62 мм, произвели интенсивный прицельный обстрел, который продолжался до 14 часов 41 минуты, в результате чего Шамба Астамур Ливарцевич и Авицба Алхас Химцевич получили множественные огнестрельные ранения, относящиеся к тяжкому вреду здоровья по признаку опасности для жизни в момент причинения, от которых Шамба скончался на месте, а Авицба скончался в тот же день, будучи доставленным в Сухумскую городскую клиническую больницу. Официантка ресторана Сан-Ремо Акертава Доминика Юрьевна, получившая огнестрельное слепое проникающее ранение черепа, огнестрельное непроникающее ранение грудной клетки и огнестрельное ранение правой верхней конечности, относящиеся к тяжкому вреду здоровья по признаку опасности для жизни в момент причинения, впоследствии 3 декабря 2019 года скончалась в главном учреждении Минздрава Абхазии республиканской больницы. Авицба Шамилю Ривазовичу причинено слепое осколочное ранение нижней трети левого плеча, а Шамба Рустаму Рауфовичу были причинены множественные огнестрельные ранения обеих нижних конечностей, травматический шок 1 и 2 степени, относящийся к тяжкому вреду здоровью. Всего в деле 13 потерпевших. Помимо родителей и родственников убитых, а также раненых Шамиля Авицба и Рустама Шамба, в их число входят люди, чьи машины и имущество пострадали в результате стрельбы, а также владельцы 2 угнанных машин, которые были обнаружены в ходе следствия в гараже Эрика Чкадуа. Действуя в соответствии с тщательно разработанным планом, доведя свой общий преступный умысел до конца, Чкаду, Абганба, Ахалай Дату Ривазович и неустановленное следствием лицо на вышеуказанной автомашине марки Toyota Mark II белого цвета с ВИН-кодом 110 60 42 811 скрылись с места преступления по проспекту Леона в направлении железнодорожной станции ГУМа. В пути следования, не доезжая до улицы Джона, в неустановленном следственном месте Абганба и Чкаду пересели в поджидавшую их автомашину марки Hyundai Solaris красного цвета, принадлежащую Джону Алхасу Астамуровичу, под управлением неустановленного следствием члена банды, после чего были вывезены к месту проживания Абганба, где была припаркована автомашина марки Toyota Prado черного цвета с государственными регистрационными знаками Т-010 ТТ, принадлежащая Чкаду Юрию Грантовичу, находившаяся в указанный день в пользовании Чкаду Эрика Юрьевича, тогда как Ахалай Дату Ривазович и неустановленный следствием участник банды на автомашине марки Toyota Mark II белого цвета, двигаясь по улице Бегуа через район Депо, доехали до улицы Деповская, где у железнодорожного полотна с целью скрыть следы преступления подожгли автомашину марки Toyota Mark II белого цвета с находившимися в салоне камуфлированной экипировкой и орудием преступления 4 единицами огнестрельного оружия, после чего в пешем порядке через тропинку направились к первоначальному месту сбора банды, двор номер 17 по улице Кераз в городе Сухум. Всем подсудимым, помимо участия в ОПГ и убийства 2 и более лиц общеопасным способом, инкриминируются другие преступления. Так, подсудимого Дату Ахалая обвиняют в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, которые в большом количестве были обнаружены в квартире его сослуживца по ГСО. Аслан Блаба также обвиняется в незаконном хранении огнестрельного и холодного оружия, а именно пистолета «Зигзауэр» и патронов к нему, а также армейского штык-ножа. Незаконное хранение оружия и кражу 2 автомобилей инкриминируют подсудимому
самому Эрику Чкадуа. Так, в ночь с 13 на 14 ноября 2017 года в селе Алахадзых Гакрского района со двора домовладения номер 64 по улице Эшба Чкадуа совершил кражу автомашины марки Mercedes-Benz ВИН 210-061 935 507 за регистрационным знаком М363 СС, принадлежащую гражданину Сава. А в ночь с 31 августа на 1 сентября 2018 года в городе Сухум со двора дома 21 по улице Гуместинская аналогичным способом Чкадуа похитил автомашину марки Lexus GX ВИН 20X308 163 971 черного цвета за регистрационным знаком А717 РТ, принадлежащую гражданину Басаря Дати Сергеевичу. Впоследствии 18 апреля 2019 года указанные транспортные средства были обнаружены и изъяты в автомобильных гаражах Чкадуа, расположенных по месту жительства его родителей в селе Гумиста Сухумского района госхоз Субтропик. В результате произведенного осмотра в машине было обнаружено и изъято 3 автомата конструкции Калашникова калибра 7,62 мм, боеприпасы и ручная боевая граната РГД-5. Далее прокурор Руслан Тергба огласил показания потерпевших, данные в ходе предварительного и судебного следствия, а также показания более чем 120 свидетелей обвинения. Оглашение этих показаний заняло несколько часов. Все они были ранее представлены в репортажах Абаза ТВ, поэтому подробное освещение этой части выступления не представляется целесообразным. Полный текст выступления представителей прокуратуры занимает порядка 200 страниц. Половину из этого объема Руслан Тергба огласил в первый день прений. Остальное суд заслушает в ходе следующего заседания, которое назначено на 22 декабря. Надежда Боровикова, Саида Гухава, Абаза ТВ. Генеральная прокуратура Абхазии выявила в действиях должностных лиц ГАИ с 2022 года по первое полугодие 2023 нарушения в порядке привлечения к административной ответственности водителей в состоянии алкогольного и иного опьянения. Отмечается, что основанием для привлечения к административной ответственности лица, управлявшего машиной в состоянии опьянения, должна стать проверка на алкотестере либо медицинское свидетельствование. В некоторых случаях этот порядок нарушался. Генпрокуратура по итогам проверки передала 35 протестов в ГАИ МВД Абхазии и внесла представление министру об устранении выявленных нарушений и решении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников, которые их допустили. Министр внутренних дел Роберт Кют встретился с подопечными фонда «Кераз». Смотрите материал пресс-службы МВД. Меня зовут Константин, мне 11 лет. Я учусь в 6 классе. С 3 лет я мечтаю быть полицейским, точнее следователем. Я очень хочу поближе познакомиться с этой профессией. Дедушка Мороз, пожалуйста, проведи меня в отделение и покажи мне, как снимать отпечатки пальцев, делать фоторобот и как правильно вести дело. И если у тебя будет возможность, подари мне уголовный кодекс. Костя и Серафим из села Дзыгута Сухумского района мечтают стать милиционерами. Желание у ребят настолько сильное, что они о нем написали Деду Морозу, который попросил министра внутренних дел Роберта Кют исполнить детскую мечту. Роберт Кют незамедлительно отреагировал и поручил пригласить ребят в здание Министерства внутренних дел. Здравствуйте. Здравствуйте. Как меня зовут? Серафим. А тебя как зовут? Константин. Очень приятно. Меня зовут Астамур. Милицейский путь ребят начался с поездки на машине спецроты ГАИ. На патрульной машине замначальника управления госавтоинспекции Астамур Таня покатал Костю Серафима по городу. Дети смогли воспользоваться рацией и спецсигналом. В стенах МВД ребят ждал министр внутренних дел, генерал-майор милиции Роберт Кют. Роберт Кют поприветствовал маленьких гостей, отметив, что рад их видеть. Ребята рассказали министру, что они учатся в одном классе, и желание у них одно – стать сотрудником органов внутренних дел. Я думаю, у тебя все шансы есть стать полицейским, как ты хочешь. Самое главное, чтобы ты хорошо учился. И знаешь, как вот иногда бывает, что желания не сбываются даже. Вот если у тебя есть желание, для этого еще нужно постараться. Так что мы очень рады, что есть такие замечательные дети, которые хотят работать по правопорядке. Так что мы очень будем рады, конечно, увидеть тебя
в рядах милиции нашей. И, соответственно, если отучишься в школе хорошо, мы тебе поможем еще и поступить в специальное образование, чтобы получил. Ты же хочешь продолжить дальше учебу? Ты в каком сейчас классе? В шестом классе. Видишь, как еще немного, и ты закончишь школу и поступишь специализированно, образовательный будешь получать. Так что все шансы сегодня стать полицейским у тебя есть. Я хочу им стать с 5 лет. Я очень много смотрел фильмов про милиционеров. И мне вот это понравилось, когда милиционеры борются с преступностью, храбрые. Вот это, мне это сильно понравилось, из-за этого я захотел стать милиционером, чтобы бороться с преступностью. Ну, ты молодец, это очень хорошая идея, конечно же. Ну, я как и твой брат, получается, даже. Вот как твоему брату я говорил, то же самое для того, чтобы стать милиционером, для чего-то достичь в этой жизни, нужно обязательно хорошо учиться, в первую очередь. В своих письмах Деду Морозу Костя и Серафим попросили в подарок книгу «Уголовный кодекс Республики Абхазия». Желания ребят Дедушке Морозу помогли исполнить в МВД. Каждому подростку подготовили в подарок желанную книгу. Но так как Новый год – это время настоящих чудес, министр Роберт Ют решил приобрести ребятам дополнительные подарки, о которых подопечные Киараза и не мечтали – современные смартфоны. Который ты мечтал, это будет теперь твой личный учебник, который ты хотел изучить. А это тебе подарок такой мобильный телефон, посредством которого тебе позволит, то есть если что-то здесь не найдешь, ты можешь найти еще в интернете, изучить более тщательно работу милиции. Хорошо? Так мне это позволяет. Костя и Серафим поблагодарили за подарки Роберта Кьют, который продолжил исполнять желания подростков, отправившись с ними в экспертно-криминалистический центр. В фойе МВД Роберт Кьют рассказал ребятам об истории становления ведомства и тех, кто стоял у истоков МВД, а также возглавлял Министерство внутренних дел. Продолжилась встреча знакомством подростков с работой экспертно-криминалистической службы. Школьникам продемонстрировали специальный унифицированный чемодан «Криминалист», где хранится минимальный набор средств, необходимых для фиксации и изъятия следов на местах происшествия. Рассказали, для чего служит каждый предмет, содержащийся в нем, и показали, как снимаются отпечатки пальцев с заготовленного заранее предмета. Также юные следопыты увидели, как составляется дактокарта и проводится дактилоскопическая экспертиза. В ходе визита подросткам напомнили о том, какими правами и обязанностями они обладают, с какого возраста и за какие правонарушения несовершеннолетние могут быть привлечены к ответственности, а также гостям разъяснили, как не стать жертвой преступления. Это очень хорошее дело, то, о чем вы думаете, то, что вы мечтаете стать милиционерами и делать то, что очень важно для нашего народа, для нашего общества, творить порядок, творить добро. Это самое главное. Так что с этой мыслью вы должны на самом деле пройти весь свой учебный процесс, а там дальше мы вам обещаем, что обязательно поможем вам отучиться в специализированных академиях, в высших вузах, милиции. Так что, если у вас такая мечта есть, я хочу, чтобы она сохранилась на долгие годы. Костя и Серафим определенно запомнят этот день в МВД надолго. Сегодня осуществилось их самое заветное желание. Они стали ближе к той профессии, о которой мечтают всем сердцем. 4 майнера обнаружили при досмотре автомобиля на таможенном посту ПСОУ 20 декабря. Оборудование изъяли, возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии. Информация спасателей. Мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Нижняя Эшера. Как сообщила пресс-служба МЧС, сигнал поступил на пульт дежурного в 3:49. На место возгорания выехали пожарные, спасательные расчеты. К моменту приезда спасателей огонь охватил весь дом. Он полностью выгорел. Причины пожара устанавливаются. Отстаивание прав несовершеннолетних – приоритетное направление работы. Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджоли презентовала доклад о проделанной за 2021-2022 годы работе. Все подробности у Анастасии Никоновой. Должность уполномоченного по правам ребенка в Абхазии была утверждена указом президента относительно недавно, 14 июня 2021 года.
Детским омбудсменом была назначена Мактина Джинджолия. По ее словам, главная задача заключается в создании гарантий государственной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Мне бы хотелось подчеркнуть, что введение института уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия, безусловно, стало одним из важнейших политических инноваций нашего государства в области защиты прав и интересов несовершеннолетних. Мы представляем достаточно важный институт гражданского общества, занимающийся обеспечением субъективных и объективных прав несовершеннолетних. Чтобы лучше ознакомить общество с работой аппарата и рассказать о серьезных существующих проблемах у несовершеннолетних в Абхазии, прошла презентация доклада о работе Офиса детского омбудсмена. В основу заложены обобщение и анализ письменных и устных обращений граждан, официальная информация, полученная от правоохранительных органов и органов государственной власти, а также некоторые сообщения СМИ. С июня 2021 года по декабрь 2022 год сотрудникам аппарата удалось разрешить множество проблемных и противоречивых ситуаций в сфере соблюдения прав несовершеннолетних и в целом способствовать улучшению качества жизни детей, с которыми мы работаем. Несомненно, достижение Института уполномоченного за отчетный период – это результат продуктивного взаимодействия с полномочными органами государственной власти Республики Абхазия, органами местного самоуправления и общественными организациями. Работа с разрешением и восстановлением законных прав и интересов несовершеннолетних занимает первое место в перечне наших приоритетных направлений за отчетный период. В рамках нашей презентации мне бы хотелось подчеркнуть полный перечень приоритетных направлений работы аппарата за отчетный период. Первое – это анализ законодательства в сфере детства, разработка законопроекта об уполномоченном по правам ребенка в Республике Абхазия и положение об отделе опеки и попечительства, лоббирование вопроса по изменению структуры и подведомственности органов опеки и попечительства, централизованной системе органов опеки и попечительства, лоббирование вопроса создания кризисного центра временного содержания для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В этом списке также работа по улучшению предоставления социальных услуг для несовершеннолетних и просветительская работа с молодежью. Но, как отметила детский омбудсмен, есть и ряд проблем, которые Офис уполномоченного считает острыми. Пробелы в нашем законодательстве в сфере защиты и охраны детства. К примеру, отсутствие единого банка данных о детях, которые остались без попечения родителей. Семейное гражданское законодательство Республики Абхазия не приведено в соответствии с общепризнанными международными нормами. Недостаток психологов в образовательных учреждениях, отсутствие служб, оказывающих психиатрическую помощь детям и подросткам, отсутствие детского отделения психиатрической больницы, также недостаток узкопрофильных специалистов, которые готовы оказать медицинскую помощь ребенку с ментальными и иными особенностями развития психики и здоровья. Проблемы паспортизации и документирования несовершеннолетних в Галском и других районах нашей республики является очень острой, так как впоследствии у несовершеннолетних возникает проблема с получением образования на территории Республики Абхазия. Мактина Джинджолия отметила, особенность доклада в том, что он отражает актуальные проблемы и рекомендации для профильных органов, с которыми взаимодействует Офис уполномоченного. Юрист Екатерина Ляховецкая подчеркивает, что аппарат уполномоченного как государственный орган не обладает правом законодательной инициативы. Однако уполномоченным по правам ребенка было избрано данное приоритетное направление, связанное исключительно с разработкой законопроекта и предоставлением данного акта в соответствующий законодательный орган Республики Абхазия для принятия его в установленном законом порядке.
Разработанный нами законопроект содержит статус уполномоченного, его компетенцию, принципы, задачи, условия, порядок назначения на должность и порядок освобождения от должности. Уполномоченный по правам ребенка вне политики, то есть во время осуществления своих прямых обязанностей, связанных с защитой и охраной детства, он заведомо выходит из политических или иных объединений, которые заведомо преследуют политические цели. Мне бы хотелось выделить определенные нормы в данном законопроекте, которые, на мой взгляд, носят важный характер. Часть 4 статьи 2 данного законопроекта устанавливает независимый статус уполномоченного и подотчетности его только президенту Республики Абхазия. Статус независимости включает в себя возможность самостоятельно реагировать на случаи нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, самостоятельно подключать те или иные профильные и компетентные органы Республики Абхазия. За отчетный период на имя детского омбудсмена поступило 8 обращений, связанных с нарушением прав ребенка на образование. В основе заявлений информация о том, что несовершеннолетних исключают из учебных учреждений без предварительной договоренности о последующем зачислении в другое общеобразовательное учреждение. Также в Республике Абхазия на данный момент отсутствует закон об образовании, что усложняет урегулирование вопросов в данной сфере. Хотелось бы отметить, что при решении общеобразовательного учреждения об исключении несовершеннолетнего директор обязан издать приказ или иной другой акт, ознакомить с этим актом родителей, а также помочь несовершеннолетнему обустроиться в другое общеобразовательное учреждение. Мне хотелось бы затронуть работу 2 кризисных центров, которые выполняли немаловажную работу в ходе своей деятельности. За отчетный период на имя уполномоченного по правам ребенка поступило 2 обращения. Первое обращение поступило от Очамчирского дома юношества. В данном обращении говорилось, что Очамчирский дом юношества функционирует с 2007 года. За время работы Очамчирского дома юношества реабилитацию в нем прошли более 52 детей. Помимо детей с ограниченными возможностями, Очамчирский дом юношества оказывает поддержку семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Однако с октября 2017 года до 2021 года Центр финансировался Министерством социального обеспечения и демографической политики. Однако с 1 января 2021 года финансирование Центра было приостановлено. За отчетный период уполномоченному по правам ребенка поступило несколько обращений с сигналом о необходимости помощи детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, а именно без попечения родителей, родных и близких. Забирать таких детей некуда, поэтому аппаратом детского омбудсмена было предложено создать кризисный центр, где ребенок мог бы находиться до 6 месяцев, пока разрешается сложная семейная ситуация. Данный срок поможет сотрудникам, работающим в сфере защиты прав детей, стабилизировать ситуацию в биологической семье, либо устроить ребенка на постоянной основе в другую семью. Учитывая данные обстоятельства, по инициативе уполномоченного была создана рабочая группа при Министерстве социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия, в которую были включены и юристы аппарата уполномоченного по правам ребенка. Однако вопрос создания такого центра постоянно откладывается. Как отметила Николь Шамба, в 2021 году в законе о бюджете Фонда социального страхования и охраны труда были предусмотрены средства в размере 5 миллионов рублей для создания кризисного центра. Однако Министерство соцобеспечения приняло решение о создании системы альтернативного ухода за детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, и центр не был открыт. Этот вопрос остается актуальным по сей день. Детский омбудсмен выразила надежду на то, что помещение под кризисный центр будет выделено государством в ближайшее время. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ. На нашем канале продолжение нового телевизионного проекта общественная организация Пейпш-21 и телекомпании Абаза ТВ. Это образовательная телевизионная программа для школьников Шай Хайцапхеп. В течение 3 месяцев еженедельно по четвергам мы предлагаем вашему вниманию чтение рассказов и сказок из учебников по абхазской литературе в актерском исполнении. Чичуко, Шай Сусар. Нас
Шизахьем алаква зазрюра? Усанакха халагоит. Ехасуш запхит, а дыгар лаку. Дыган ахак. Уяхи на пацаха ихан ашарацача. Уртиршо зашара харцоко рылазгуз ауед иман. Абриауи чнак ахус ейхи. Ашарацача руачко имбац ашара харцоко идес белуйтха. Ацокурцухола уитана итсал, сарасхонца днеерт псазьях, хеидейти ах. Ус чнак ахайча дай таняша раци. Упхамщен, умляхоц, ихан дейхачо дейпылитах. Уата, истохуп иссейтухерц, абри уахишарыц узыгреха уаю яаджейшера, шанас узунехо. Джушт, юбац иуахас шарыцаю псара. Уизги шанас зынихозиха, джайти ташарыци. Ага уаным яцква уқам, иссейтух, иссейтумхука, джерги усыштцом ихейтах. Ашарыцу да хоц-хоцан, яжепщ налагай. Данная программа является продолжением проекта видеоклипов на стихи абхазских поэтов из школьной программы. Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза и программы развития ООН. Смотрите его в нашем эфире. Спорт. Энвер Бзагуа удостоен специального приза жюри на церемонии вручения наград премии «Лучшие в спорте-2023» в Турции, сообщает пресс-служба Госкомспорта. Энвер Бзагуа – потомок абхазских махаджиров из Турции. Анна Тхагушева стала серебряным призером краевых соревнований по фигурному катанию на коньках в городе Краснодаре, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорта. Анна выступала в разряде «Юный фигурист». Спортсменка тренируется в Академии олимпийского катания «Олимпийский лед» города Сочи под руководством тренера Алины Заборы. Сейчас о погоде. В пятницу, 22 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью, утром и вечером местами возможен дождь. Днем преимущественно без осадков. В предгорьях и горах дождь со снегом, снег. Атмосферное давление нестабильное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 4 до 9, днем от 9 до 14 градусов. Температура морской воды 13 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное. Относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире.